Всем привет, кто присоединяется к нам в эфир. Давайте еще подождем, чтобы побольше людей к нам присоединилось. Скоро я добавлю в наш эфир врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Мамраима Нарынбаевича со страницы Денсулух KG, как я уже говорила ранее. Надеюсь, вы приготовили свои вопросы, записали, чтобы не забыть. А то бывает, что вы хотели что-то спросить и в нужный момент забыли. А потом пишите мне в директ, но я не гастроэнтеролог, к сожалению. Чтобы получить исчерпывающие ответы именно у специалиста, у узкого, что-то с узкой профилью. Я тоже некоторые вопросы записала себе, которые мне писали в директ, сказали, что не смогут попасть в эфир, но хотели бы получить ответы на вот эти вопросы. Всем привет! Спасибо, что заходите в эфир, несмотря на то, что многим нужно готовиться к ифтару. Всем, кто держит пост, урузуңур кабыл болсун. Здравствуйте! Рахмет, пожалуйста. Можно участвовать в Киеве. Давайте во время этого эфира в основном пусть будут вопросы именно по делу. Насчет конкурса все условия под моей публикацией. Так, вот запрос пришел. Мы сейчас примем. Давайте. Ожиданию. Вы в эфире, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, уважаемые подписчики, зрители. Подписчики, зрители. Да, я вас приветствую тоже. Давайте я пока начну. Которые мне отправляли, которые писали, что не смогут попасть в эфир. Давайте. Как питаться во время ОРЗО, патология ЖКТ имеется? Вы знаете, это очень большой вопрос, о нем можно целый эфир устроить. Вообще-то, скажем так, ОРЗО – это период немного противоестественный все-таки для организма, несмотря на то, что кто-то пытается худеть, кто-то пытается еще что-то, но все-таки процесс духовный, да, то есть достижение каких-то определенных духовных целей. В отношении организма, к сожалению, ОРЗО не приводит к какому-либо улучшению, облегчению, и даже считается, что с помощью ОРЗО невозможно похудеть. Тем более пациентам, у которых есть заболевание желудочно-кишечного тракта, я бы не стал советовать держать ОРЗО, потому что все-таки заболевания желудочно-кишечного тракта, они связаны с питанием, и человеку иногда и без ОРЗО очень тяжело переносить голод, или же наоборот, прием каких-то продуктов сразу вызывает дискомфорт. Представьте, тем более сейчас, когда 17-16 часов человек голодает и потом начинает кушать, у него могут начаться проблемы. Вот смотрите, просто чисто как живой пример, если пациент, у которого желчекаменная болезнь, можно ли вообще ему держать ОРЗО? Я бы сказал, ему нельзя. Да? Почему? Потому что вот эти приступы желчекаменной болезни, желчной колики, когда случается? Когда идет выброс желчи, и камешек или конкремент проходит в желчевыводящие пути или начинает пытаться оттуда проникнуть. Да? Когда желчный пузырь у любого человека, не только с желчекаменной болезнью, у любого человека начинает интенсивно работать. Когда мы кушаем, и особенно если в этой пище есть небольшое количество жира. Да? И вот представьте себе, что по логике вещей человек должен
ну, хотя бы 3 раза в течение дня покушать, и этот желчный пузырь должен опорожниться. Почему пациентам с желчекаменной болезнью, например, я говорю, нужно часто кушать, чтобы желчный пузырь постоянно у него работал, и выделялось определенное количество желчи. А вот представьте, что человек целый день голодает, и, соответственно, эта желчь накопляется. Да, происходят периодически спонтанные выбросы этой желчи, но в большей степени там идет накопление, и, соответственно, это приведет к ухудшению ее или его состояния, или же к появлению желчной колики. Тем более вечером, когда человек начинает обильно и жирно кушать на фоне целого дня голода, выброс желчи, и опять же могут быть колики. То есть пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, более-менее серьезными, я бы не советовал держать урозол. А как вы относитесь к однодневному голоданию? И вообще нужно ли как очищение? Вот видите, мы все-таки, скажем так, люди особого такого менталитета, наверное, и особых каких-то своих тараканов. Да? Зачем целый день голодать? Однодневный голод. Вместо этого лучше было бы, наверное, просто наладить свою каждодневную диету, да, чтобы каждый день питание у нас было нормальное, полноценное, правильное, чтобы у нас было в большом количестве. Чтобы не было необходимости очищаться, да? Конечно. Зачем создавать проблемы, потом голодать, очищаться, чем каждодневно жить в чистоте, скажем так. Да. Вот у нас один из первых вопросов поступил. Пишут: здравствуйте, периодически возникает запах изо рта, кисловатый скорее, не из-за зубов. 5 лет назад поставлен диагноз поверхностный гастрит. ЖКТ вообще не беспокоит. Что может влиять на появление этого запаха? Ну, вот на появление этого запаха, если с зубами все нормально, может влиять периодичность приема пищи. Если вы по каким-то причинам не привыкли завтракать, поздно обедать, то есть если между приемами пищи очень большие промежутки, да, то есть вы утром 6 часов позавтракали и потом 4 часа начинаете кушать, то появление этого запаха может быть связано с этим. Ну, поверхностный гастрит сам по себе он может и не может, а обычно не дает запах. Здесь может быть просто какие-то моторные нарушения, то есть заброс желчи в желудок, что тоже в свою очередь может давать привкусы, неприятные запахи. То есть в первую очередь вам нужно рассмотреть вопрос периодичности приема пищи, то есть чтобы завтрак был, чтобы обед был, чтобы ужин был, между ними, если получится, какие-то, возможно, перекусы. Ну и если вам поверхностный гастрит когда-то выставляли, ну это эндоскопический диагноз, я бы посоветовал все-таки протестироваться на Helicobacter pylori. Это бактерии, которые вызывают основную массу желудочных заболеваний желудка, начиная от гастрита и заканчивая на сегодняшний день считается раком желудка. Да? Поэтому я посоветовал на Helicobacter pylori протестироваться и рассмотреть вопрос о том, чтобы сократить время между приемами пищи. Я тут быстренько пролистала вопросы, и очень много вопросов про запоры. Многих, оказывается, мучают запоры, как лечить причину. Но запоры на сегодняшний день считается одной из болезней цивилизации. Да? И запоры, да, это чаще всего наш образ жизни. Да, ситуации, когда именно запоры связаны с какой-то органической патологией, с какими-то проблемами именно органическими кишечника, желчевыводящих путей, их все-таки не так много. Больше эти запоры связаны с нашим образом жизни, с нашим образом питания. Да? Наш образ жизни, который сегодня есть, 7-24, плюс приправленный определенными порциями психоэмоциональных нагрузок, да, стрессов, постоянных недосыпов,
оно приводит к тому, что идут функциональные такие заболевания. Вот, и на сегодняшний день ну, там есть определенные нюансные такие вещи, ну, например, римские критерии вот этих функциональных вещей. И оно четко ставит, что кишечник и мозг, оно имеет определенные цепи, и, соответственно, наличие запоров или диареи у части пациентов, оно связано с нашим образом жизни. А второй вопрос – это как мы питаемся. Да? Наш образ питания, когда мы урбанизировались, даже в селах где-то, да, гиподинамия плюс очень рафинированная еда, то есть даже муку мы берем высший сорт или первый сорт, мы пытаемся белую муку кушать, мы пытаемся… Ну, наш образ жизни приводит к тому, что очень мало овощей, фруктов, мало жидкости, да, клетчатки мало и мало жидкости, это может приводить к запорам. Здесь нужно будет с каждым случаем разбираться, да, то есть налаживать свое питание, налаживать быт и налаживать свой образ жизни. Это раз. И во-вторых, знаете, когда начинается лечение вот этих запоров, то ожидать, что вот я сегодня начну и завтра или через неделю начну ходить по часам, да, то есть по расписанию, к сожалению, не приходится, ибо даже первичное вот это выставление диагноза, что это? Более 75%, 80% это все-таки функциональные вещи, и менее 25% это органическая патология. Да? И вот от этого зависит, как будет подбираться лечение. Если это функциональные вещи, то изменение образа жизни, но в любом случае ожидать эффекта от лечения в ближайшие 2 месяца, это вот ревизионный период, так называемый. То есть назначает определенные вещи, например, ту же самую клетчатку в большом количестве, не менее 400 граммов, плюс там препараты, влияющие на моторику, плюс жидкости не менее, например, 2 литров, и проводят анализ, и смотрят, анализ в каком плане, ну, то есть аналитическую работу проводят, и смотрят ближайшие 2 месяца. Если в ближайшие 2 месяца идет нормализация стула, Динамика, то есть динамика есть, то наша тактика оправданная. Но при этом нельзя никогда забывать, что существуют так называемые красные флажки, да? То есть это вот симптомы тревоги называется, или симптомы красной флажки, то есть это вот появление запоров у лиц старше 45 лет, если в калии кровь появляется, если температура есть, если есть немотивированное похудание, если где-то лимфоузлы появились, если при анализе еще и анемию находят, то в этом случае нужно более пристально наблюдать. Исключить малигнизацию. Конечно. Органическую патологию, это в первую очередь рак. Да? А в остальных случаях это изменение образа жизни и в некоторых случаях вплоть до дополнения консультации психотерапевтов и назначения препаратов именно антидепрессивного ряда, анксиолитиков, чтобы нормализовать сон, нормализовать образ жизни. Давайте, ну, еще один вопрос прочитаем. Ага. Тут пишут, у меня полип в желчном пузыре 6,7 мм. Через год он вырос до 7 мм. Скажите, как уменьшить полип до минимума? Может ли дать результат, если в больнице прокапаться и уколы получить? И какие препараты? Ну, к сожалению, с полипом вы ничего не сделаете. С полипом, если он был 6-7 мм, 5-6 мм, стал 7 мм, вы сделаете, вам нужно будет просто за этим полипом наблюдать. То есть, какими-то лечебными действиями, тем более капаниями, вы ничего не сделаете. Просто за этим полипом наблюдайте, если этот полип не будет расти и не увеличиваться в количестве,
то за ними просто идет наблюдение, и все. Вы с ней ничего не сделаете, к сожалению. Вот еще вопрос. Здравствуйте, у меня удален желчный пузырь. Что мне принимать в качестве профилактики, пишут? Ну, это зависит будет от того, беспокоит ли ее что-то или не беспокоит. Ну, это будет зависеть от того, когда этот желчный пузырь удалили. Как Это давно? будет зависеть от того, каким методом, да, то есть это лапароскопический или это была обычная лапаротомическая операция. Это во-первых. Во-вторых, будет зависеть от того, беспокоит ли ее что-либо на данный момент. Ну, скажем так, из общих рекомендаций. Ну, в первую очередь, это вот после того, как удалили желчный пузырь, вероятнее всего по поводу желчекаменной болезни, чтобы не было рецидива этих камней, уже когда вы выписываетесь из хирургии, если нет каких-то противопоказаний, назначается, по крайней мере, на первые 6 месяцев, это препараты урсодизоксихолевой кислоты, чтобы не было рецидива камней. Ну, вот этих препаратов много. Урсодекс, например, есть препарат, еще какие есть. Ну, их в аптеке, если вы будете заглядывать, их много. Плюс эти препараты принимаются как профилактика образования новых камней. И плюс, если какая-то симптоматика появилась, или даже если его нету, то все-таки в первый период, 3-6 месяцев, вероятнее всего, необходимо добавлять ферментные препараты, чтобы облегчить переваривание и чтобы не появился ранний так называемый постхолецистектомический синдром. Вот. И плюс, к сожалению, нет чудодейственных препаратов нигде. Изменение образа жизни, да, у вас нет желчного пузыря, и, соответственно, вы должны часто дробно кушать, чтобы не ощущалась нехватка этой желчи и в последующем нехватка там ферментов. Кушать вовремя, кушать часто, дробно. Вот еще вопрос. Что можете сказать про БАДы от iHerb? Ребенку 4 года, если у него обнаружены глисты. Какова эффективность их применения? Ну, вы знаете, БАДами обычно занимаются или принимают, когда излишек средств и некуда их девать. Да? Если у вас обычная жизнь и обычное количество денег, ресурса, если даже не ограничены, но при строгом контроле идут, то я бы не стал эти БАДы вообще советовать, потому что БАДы это и есть БАДы, биологически активные добавки. Да? А насколько они полезны, это вопрос другой. Если вы съедите целое яблоко, оно тоже, в принципе, обладает какими-то, скажем так, биологически активными добавками. В каком количестве оно там может быть, это уже другой вопрос. И поэтому, если ребенок 4 лет и у него есть глисты, то надо лечить не БАДами, а препаратами, в зависимости от того, да, противоглистные препараты, в зависимости от вида глистов, что там есть. Это обычные острицы, это что-то еще другое, аскариды, в зависимости от них эти препараты назначаются. Я еще один интересный вопрос вижу. Гипертрофический гастрит, грыжа пищеводного отверстия, положительный хеликобактер и СКВ, системная красная волчанка. Из-за этого постоянно на гормоны сдает она. Что посоветуете, чтобы защитить желудок? Ну, вы знаете, здесь довольно получается ситуация, да, серьезная ситуация, потому что системная красная волчанка, она сама по себе может давать рефлюкс эзофагита в связи с определенными изменениями моторики. Если у нее есть еще и грыжа пищеводного отверстия, диафрагма, то ее, вероятнее всего, почти постоянно беспокоит изжога. Здесь что можно было бы посоветовать? Ну и плюс постоянный прием гормонов, оно само по себе изначально подразумевает, что пациентка будет принимать какие-то антисекреторные препараты. Это в первую очередь ингибитор протоновой помпы. И здесь получается с помощью тех же ингибиторов протоновой помпы, это препараты, которые снижают
продукции кислоты, да, Мгм. мы будем предохранять желудок от воздействия гормональных препаратов, которые она принимает по поводу системной красной волчанки. И с помощью ингибиторов протоновой помпы и этих же препаратов мы будем защищать пищевод. Я ей посоветую, в принципе, как-нибудь, если у нее СКВ, то, вероятнее всего, она у нас в кардиологии бывает, после карантина, когда как-нибудь она посетит ревматолога, пусть зайдет, и я ей тоже объясню некоторые вещи, потому что там тоже очень важно изменение образа жизни, поддержание нормального веса и определенных правил по приему пищи. Да? То есть, например, у пациентов с ГЕРБ, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыжи пищевода, там количество однократно принимаемой пищи должно быть не более 350 миллилитров. То есть туда включая хлеб, и компот, и первое, и второе. Да? И, соответственно, их должно быть чаще дробно принимать пищу. Плюс, например, последний прием пищи у нее должно быть за 4 часа до сна. Да? То есть если она привыкла в 11 кушать, в 11-15 ложиться спать, тем более она гормоны принимает, то тут нужно менять образ жизни, чтобы хотя бы за 2 часа до приема пищи. Плюс там есть такая вещь, что головной конец кровати должен быть выше ножного конца Повыше. на 15 сантиметров. Да? То есть очень много таких нюансов, которые ей помогут значительно облегчить ее состояние. Мгм. Вот еще один вопрос. Желчный пузырь удален 10 лет назад, удален лапароскопически и беспокоит отрыжка с горечью. Ну, здесь нужно смотреть, насколько это часто беспокоит, да, потому что в некоторых случаях эту отрыжку горечью можно нивелировать или убрать с помощью, опять же, той же диеты. Но диета не означающая сидение на кашах, а диета, означающая частое дробное питание. Да? То есть маленькими порциями она часто кушает, так как нет желчного пузыря, у нее, вероятнее всего, постоянный заброс желчи в желудок, так называемый дуоденогастральный рефлюкс, что и дает горечь, сухость во рту, неприятный привкус, запах. А вот когда она очень маленькими порциями кушает, 2-3 ложки, 2-3 ложки, как птица, если есть такая возможность, да, то, соответственно, эта желчь постоянно уходит, перемешавшись с едой, и, соответственно, она клинически себя будет чувствовать намного лучше. Тут еще вот постоянные боли в правом боку под ребрами, УЗИ и анализы показывают хронический холецистит. Пила хафитол, боль не проходит. Что посоветуете? Ну, здесь можно было посоветовать провести еще дополнительное ультразвуковое исследование с оценкой сократительной функции желчного пузыря. То есть, если желчный пузырь, нет камней, нет песка, а боль у нее остается, то в зависимости от боли, это ноющие, распирающие боли или спадкообразной боли, можно предположить, что там есть нарушение моторики, то есть это или гипотония, или гипертонус. Поэтому, проводя УЗИ, мы оцениваем тонус желчного пузыря, и в зависимости от этого здесь уже дополняется препаратом или усиливающую моторику желчного пузыря или сокращение, или же, наоборот, расслабляющие. Вот еще у ребенка 11 лет после приема пищи постоянно болит живот вокруг пупка. На глисты сдавали, вышли отрицательные результаты. Делали гастроскопию, все хорошо было, пишут. Что еще надо проверить? Ну, знаете, здесь ребенок, я не педиатр, и чаще всего я не отвечаю на вопросы про детей, но чисто из своей практики я могу посоветовать, во-первых, когда на глисты смотрят, мы должны знать, что вот то, что мы начинаем, почему-то модно становится привыкать, брать антитела на те или иные глисты, то есть по крови пытаться определить, это не совсем разумный подход, ибо
в крови антитела могут быть на те глисты, от которых ребенок давно вылечился, да? То есть наличие каких-то антител положительных на те или иные глисты не означает, что у нашего ребенка есть. Конечно. Поэтому здесь нужно проводить программу каждый раз, смотреть кал на глисты. И в некоторых случаях бывает неоднократно, но не менее 3 раз сдавать кал, не ленясь при этом, когда ребенок сходил, его обучить или самому, если мы берем на анализ, когда после акта дефекации там рассматривать и брать с тех участков, где-то мы видим что-то инородное или какие-то включения, да, вот в таком плане брать. Хотя вот есть лаборатории, где обычно можно принести даже весь, скажем так, объем кала, который ребенок за раз сходил, да, и там есть, это паразитологические лаборатории, он, кажется, в инфекционке тоже он у нас есть. Сейчас это делают, не делают, я не знаю. Там просто весь кал сегодняшний, например, да, одноразовую всю порцию приносят, там все это отмывают, промывают, и там смотрят. Если даже там есть единичные глисты, которые бы в обычной жизни не обнаружили, вот таким способом обнаруживаются. И это может быть связано с глистами, это раз. Это может быть связано с, опять же, образом жизни. Он, к сожалению, у нас все больше и больше начинает играть роль. Ну, нужно выяснять, как ребенок кушает. Кушает ли он на бегу, кушает ли он сухомятку, часто ли он потребляет те же самые сладкие напитки, колу, фанту там и так далее, да? И во многих случаях, когда начинает вот так выяснять, выясняется, что там где-то в образе жизни есть дефекты, и поэтому у ребенка идет вот эта боль. Это чаще всего у детей именно функционального характера. Вот еще вопрос. Беспокоит запах изо рта, был гастрит, особенно когда голоден. Из-за чего это, спрашивают? Ну, это может быть, я уже с самого начала говорил, что вот когда речь шла о запахе, да, вот, что надо смотреть периоды, когда принимается пища. Это, вероятнее всего, может быть обусловлено так называемым дуоденогастральным рефлюксом, когда идет на длительный голод, обратный заброс желчи в желудок, и это дает вот эти неприятные привкусы, запах, горечь во рту. И поэтому здесь его не лечить нужно, а просто-напросто вовремя кушать и периодичность приема пищи уменьшать. Если он появляется утром и вы в 4 часа обедаете, запах есть, лучше всего позавтракать и час-два или в 12 часов покушать, и тогда от этого запаха вы избавитесь. И вот изжога, отрыжка у беременных, как ее лечить и с какой недели? Нужно ли? Что можно сделать? Ну, это очень интересный, вообще-то, тоже раздел, да, о нем тоже можно говорить целыми днями, потому что сама по себе беременность — это очень красивое, в буквальном смысле, таинство, да, когда жизнь зарождается. Все ходят восхищать, но для матери во многих случаях это неприятные ситуации. Если вы замечаете, то вот эти изжога, отрыжки, они появляются чаще всего, когда у беременной начинает расти вес. В буквальном смысле. То есть вес растет. Тут сама по себе беременность, когда увеличивается давление в брюшной полости, да, приводит к забросу содержимого желудка в пищевод. А тут еще и начинает, если вес набирать, то это, к сожалению, будет усиливаться. И здесь очень важны в первую очередь пытаться с помощью немедикаментозных методов к тому, чтобы этой изжоги не было. То есть это вот контроль веса, это обязательно, это раз. Второе, это вот опять же, если ночное время или же когда вы в горизонтальном положении лежите, то приподнять головной конец кровати с помощью подставок, но не только с помощью подушки, то есть не просто голову
приподнять, да, вот так, поднять все тело на 15 сантиметров, это тоже очень важно. И уменьшить объем потребляемой пищи. Не голодать, то есть маленькими порциями часто кушать. Но, к сожалению, если это не удается с помощью этих методов убрать эту изжогу, то действительно придется пить препараты. Ну, из препаратов, опять же, ингибитор протоновой помпы, там третье поколение в среднем. Вот эти препараты можно употреблять. Но с какого триместра? Ну, обычно изжога беременных, он не появится в первый триместр. Он обычно появится во второй и третий триместр. Уже, да, конечно. И тот период, эти препараты, они, в принципе, не противопоказаны под контролем врача. То есть просто для себя брать и пить их бесконтрольно нельзя. Их назначит ваш доктор, ну, он назначит самые аккуратные препараты аккуратным образом. Вот еще вопрос. Обнаружили множество язв прямой кишки в нижних отделах. Пользуюсь свечами Салафальк 500 мг уже 2-й месяц. Сколько еще применять? Какая диета нужна? И еще какие препараты включить? Спасибо, пишут. Вы знаете, это довольно, к сожалению, довольно серьезное состояние, но это не означает, что вы должны впадать в уныние. Язвенный колит, к счастью, на сегодняшний день лечится и берется под полный контроль. Как вы заметили, я не сказал излечивается, я сказал лечится и берется под полный контроль. Вот тот же Салафальк, который вы в виде свечей используете, ну, к сожалению, придется, вероятнее всего, использовать всю жизнь, пока не появятся какие-то другие препараты. Просто будет меняться дозировка. Как только достигнут эндоскопической ремиссии, то есть вы их используете не менее, там, например, через 3 месяца, то есть 8-12 недель, при необходимости, возможно, проведут эндоскопию, колоноскопию повторно. При необходимости его тоже самостоятельно нельзя приводить, потому что это чревато определенными последствиями. Поэтому, если есть необходимость, доктор вам назначает. Если достигается эндоскопическая ремиссия, вам назначается поддерживающая доза препарата того же Салафалька. Да? Видите, Салафальк, он в виде свечей используется. Если у вас только идет в выходном отделе, то есть проктосигмоидит, так называемый, я бы посоветовал вам поискать еще так называемые, есть ректальные, ну, в виде пены, да, те же препараты, они вводятся то же самое ректально, и в виде пены они обволакивают кишечник, именно нижние отделы, дистальные отделы, и это переносится и лучше, и эффективно. Насчет дополнительных других препаратов, есть варианты использования этих препаратов. Это могут быть и системные глюкокортикостероиды, это могут быть топические глюкокортикостероиды, это в конце концов может быть и биологическая терапия. Да? Но их назначение, их дополнение к лечению вашему – это прерогатива вашего лечащего врача. Не вы должны определять, что вам пить и сколько, а должен определять именно ваш врач, подбирая дозу. Но запомните одно. Обычная терапия вот препаратами 5-ацетилсалициловой кислоты, которая, ну, Салафальк, это вот такой препарат, да, оно подразумевает, что вы его будете пить неопределенно длительно. Если другие препараты есть, то только тогда их дополняет доктор. Вот еще вопрос. Женщина 60 лет пишет: у меня 3 камешка в желчном пузыре, размеры 1 и 1,5 сантиметра, но они мне в принципе не мешают. Обязательно ли идти на операцию или подождать до приступа? Нет, зачем вам идти на операцию? И если камешки 1 и 1,5
сантиметров уже, то есть 10-15 миллиметров. Вероятность того, что у вас будет приступ, он тоже уже снижается. Приступы чаще всего бывают, когда камешки мелкие, 5 миллиметров до 8 миллиметров. Если большие камешки, да, никто не исключает, что у вас может быть приступ. Но если у вас эти конкременты, камешки до сих пор вас не беспокоили, я бы посоветовал вам не бежать, не проводить операцию. Просто, опять же, изменить образ жизни. Это очень важно, изменение образа жизни. Если вы заметили, при любой болезни, начиная что-то рассказывать, я начинаю говорить про изменение образа жизни. Да? Изменить образ жизни, изменить образ питания. Не сидеть на кашах, на диете, да? Это не означает изменение образа питания, а полноценно, но здоровая пища. То есть очень много клетчатки должно быть, не меньше 400 граммов в сутки. При этом должны быть ограничены или исключены быстроусвояемые углеводы. Должны быть ограничены очень жирная пища. Да? То есть исключение жиров не означает, что вы вообще не должны жиры использовать. Когда говорят исключение жиров, это означает, что вы 3 раза в день не должны соки кушать, и тоже сало или курдючный жир, там кусками его заедать. Да? То есть во всем должна быть умеренность, и наблюдая за собой, не допуская больших периодов приема пищи, вы можете до конца своей жизни с этими камнями пройти, и 120 лет вам будет неплохо, скажем так. Еще вот вопросы были. Тошнота, горечь, сухость во рту по утрам. Как лечить? Иногда даже срыгивание по утрам натощак. Ну, здесь до начала лечения нужно обследоваться, да? Учитывая, что сухость, горечь, тошнота, это, вероятно, связано с желчным пузырем. Но для того, чтобы начать лечение желчного пузыря, нам нужно все-таки посмотреть, что там может быть в этом желчном пузыре, нет ли камней. Потому что если есть Сладж-синдром так называемый, то есть песочек, или же если есть камни, то это один подход к лечению. А если ничего этого нет, а желчный пузырь нормально функционирующий, и нет конкрементов и Сладж-синдрома, то это другой подход. То есть для начала нужно знать, от чего вас лечить, потом уже начать лечить. И вот еще вопрос. У моей родственницы цирроз печени, беспокоит постоянное вздутие живота, приступообразные боли в правом подреберье и горечь во рту. Принимает гиптрал, анаприлин. Что мы можем еще дать? Спрашивают. Ну, вы знаете, тут нужно опять же определиться, потому что вздутие живота – это объяснение в плане асцита, то есть накопление жидкости, или все-таки это газы. Это две разные вещи, потому что если это связано с накоплением жидкости, то подход там довольно серьезный, и там совсем другие препараты. А если это вздутие связано с просто накоплением газов, то тут подход уже немного другой. Поэтому я бы посоветовал тогда эту пациентку обследовать или обратиться, прийти, чтобы можно было посмотреть, чтобы дать серьезные рекомендации, да, потому что цирроз печени – это все-таки заболевание или состояние, влияющее на продолжительность жизни, влияющее на, ну, может являться и в некоторых случаях жизнеугрожающим, поэтому тут просто на симптомах я лечение не стал бы назначать. Вот еще вопрос. Иногда желудок болит очень сильно, не могу кушать ничего, рвет, даже если пью воду. У врача была, сказали, язва и зажила сама по себе. Есть зоб, прописали стамик 40 миллиграмм, но это было год назад. Но боли и сейчас бывают в желудке. Пишет. Ну, вы знаете, тут опять же, если она была у доктора, обследовали ли ее, потому что вот боли сразу после еды, вызывающие тошноту, рвоту, это, если это было связано,
с язвой, то это не зажившая язва, это должны были быть язвы проксимального отдела желудка, то есть это субкардиальный отдел, то есть верхний отдел они могут давать. А чаще всего вот то состояние, которое описывает наша слушательница, это, вероятнее всего, может быть связано с желчным пузырем. Поэтому я бы посоветовал для начала хотя бы обследовать желчный пузырь, потому что зажившаяся язва, то есть, вероятнее всего, как и объяснили, то есть зарубцевавшаяся язва, она не даст этих симптомов, и этих симптомов у нее не должно быть. Тут спрашивают, как лечить послеродовый запор. Очень много вопросов про это. Тоже вопрос. Опять же, видите, почему у беременных появляется запор? Это, скажем так, охранительная функция или же функция или свойство организма самого. Когда человек беременный, чтобы не было повода, скажем так, спонтанных выбросов, выкидышей и так далее, организм сам пытается, и он меняет гормональный фон, он меняет определенный такой фон субстанции, когда в том числе и продвижение по кишечнику замедляется, чтобы не было никаких воздействий на матку. Да? То есть, в общем, такой спазмолитический эффект, скажем. У пациентов некоторых, к сожалению, оно и после родов остается, но здесь важно, во-первых, опять же, начинать с того, набрала ли пациентка наша, роженица наша, вес во время беременности. И как этот вес в последующем начинает снижать. Он снижается или не снижается. Если не снижается, то запоры, естественно, не будут усиливаться. Это раз. Во-вторых, жидкость. После родов все-таки ребенка грудное вскармливание, и тем более, если это неопытная мамаша, то потребление жидкости может быть ограничено, да, или в меньшем количестве, сколько нужно. Это больше уходит на кормление ребенка, на молоко, и, соответственно, жидкости недостаточно, это приводит к запорам. Следующий вариант – это, опять же, образ питания. После родов, особенно первые 3 месяца, мы пытаемся беречь ребенка. После первых колик, да, и, соответственно, после первых колик, после первых криков ребенка, мамаша готова все прекратить кушать, лишь бы ребенок так не болел, да? Вот. И, соответственно, идет жесткое ограничение растительной пищи, жесткое ограничение клетчатки, потому что это вызывает вздутие и вызывает колики у ребенка. И, соответственно, чтобы не было колик у ребенка, необходимо у мамаши его ограничить. И вот такие довольно нюансные вещи приводят к усилению запоров. И плюс к тому же могут быть какие-то небольшие осложнения во время родов, да, те же самые эпизотомии и так далее, да, и, соответственно, если повреждение сфинктерного аппарата идет, то это может привести к стойкой структуре или же, наоборот, недержанию, в том числе и кала. Поэтому надо вот эти все нюансы учитывать, и только после этого, тем более молодой мамаше, предлагать что-то делать. Но в любом случае остается достаточное количество жидкости, не меньше 2 литров. Если ребенок много сосет, вы много кормите, то количество жидкости еще больше может быть увеличено. Это должно быть уменьшение гиподинамии, да? То есть, да, вам кажется, что вы очень много двигаетесь, что вы даже не спите ночами, но если вы серьезно оцените ситуацию, может оказаться, что все-таки гиподинамия есть. А это очень сильно влияет на моторику кишечника, поэтому мы должны пытаться не допустить эту гиподинамию. Двигаться побольше, пытаться качать брюшной пресс, прыгать, скакать, чтобы двигаться. И плюс все-таки, как только настанет возможность потреблять в большом количестве клетчатку, оно должно быть использовано. Вот еще один вопрос. И тогда мы восстановим кишечник.
Здравствуйте, хотела спросить, что если у человека язвенная болезнь желудка и назначен пожизненно тромбоаз, но провоцирует ли он кровотечение, видимо, спрашивает, и можно ли заменить тромбоаз? Вы знаете, язвенная болезнь — это на сегодняшний день ситуация, которую можно не просто контролировать, а вылечивать, да? Если это связано с хеликобактер пилори. Поэтому этого пациента надо тестировать на хеликобактер пилори, и если хеликобактер пилори есть, то его нужно обязательно лечить. Это однозначно. Второе, тромбоаз — это препарат аспирин, торговое название, да, их может быть масса, в том числе, вот, например, есть препараты тромбопол, наиболее доступные на нашем рынке, там еще какие-то препараты. Смотрите, это одно и то же. Да. И это аспирин. И, соответственно, просто доза у них довольно сниженная, она имеет определенное значение. И заменять его на что-то другое, ну, невозможно, я уже сказал, да. Вы можете просто заменить его по цене. То есть, если препарат, который вы пьете, стоит там 150 сомов, смысл какой его, тот же аспирин пить, например, тромбопол за 30-50 сомов, да, или же четвертинку аспирина брать, но там доза может быть оказаться не совсем адекватной. Ну, то есть это имеет значение. В каком виде вы его будете принимать? В виде таблеток, в виде клизмы не имеет значения. Оно все-таки будет оказывать на желудок воздействие. Можно ли его не пить? Вы знаете, на сегодняшний день аспирин – это один из немногих, где доказано его влияние на продолжительность жизни. То есть вот почему Черчилль, у которого очень короткая шея, который был толстый, который очень много курил, тем не менее прожил долгую и счастливую жизнь. Да? Многие связывают его с тем, что вот даже когда тогда этих исследований не было, но почему-то его врач взял и назначил ему четвертинку аспирина, начиная с 40 лет. И считает, что вот именно аспирин, вероятнее всего, продлил жизнь. Ну, это один из многих медицинских мифов, но, тем не менее, вероятнее всего, там свою почву имеет под собой. Поэтому заменять его, менять на какие-то препараты, там на БАДы и так далее не имеет смысла. Если этот препарат вам назначен, то вы его должны будете принимать. Влияет ли он на желудок? Да, так как это нестероидный противовоспалительный препарат, то он будет влиять на желудок. И поэтому, если есть необходимость, то его прикрывают теми же самыми ингибиторами протоновой пампы. Вот тут еще Но вопрос. пить его нужно, прикрываясь другими препаратами. Вот еще вопрос. Я беременна на 3-м месяце, могу кушать только 2 раза в день. Хочется кушать, но рефлекс тошноты остается всегда. По этой причине тяжело питаться. Знаете, вот довольно, вот когда с беременными, скажем, общаешься, работаешь, нужно к этому подходить очень осторожно, очень аккуратно. Почему? Потому что вот первый триместр беременности это может быть ранняя гистоза, да? И, соответственно, если мы самоуверенно сейчас начнем что-то рекомендовать, какие-то препараты выписать, мы можем упустить из внимания гистоз, который идет ранее, и, соответственно, это может быть иметь более плохие последствия. И поэтому для начала я бы посоветовал все-таки держать связь очень тесную со своим доктором, который ведет беременность. Потому что каждый раз, даже если вам 2 недели назад исключали гистоз, а сегодня появилась тошнота, там, снижение аппетита, головная боль, вы должны снова же возвращаться к своему наблюдающему доктору, чтобы она опять же каждый раз исключала, да, гистоз. И только после того, как она
действительно, ну, там даже по моче той же самой, да, Подавление. ацетонов нету, успокоились и начали искать другое, только тогда искать, что можно дальше делать. И когда ваш наблюдающий вашу беременность доктор свое все исключит, там есть препараты, которые можно пить во время беременности, и которые особо влияния на плод не окажут, их можно подобрать. Но для начала вы должны со своим наблюдающим доктором разобраться. Здравствуйте, у меня удален желчный пузырь. Что мне принимать в качестве профилактики? Только я не поняла, профилактики чего. Или мы отвечали на этот вопрос? Да. Профилактика рефлюкса, по-моему, тоже отвечали. Угу. Как можно снизить кислотность желудка? Спасибо большое. Ну, для того, чтобы снизить кислотность желудка, существует очень много антисекреторных препаратов. Ну, по крайней мере, скажу, что известно очень две большие группы препаратов. Это так называемые блокаторы H2-гистаминовых рецепторов париетальных клеток и ингибиторы протоновой помпы. Плюс к ним есть препараты так называемой скорой помощи. Это антацидные препараты, которые нам тоже нравятся и мы тоже любим. То есть, ну, скажем так, прообразом самым первым антацидных препаратов это было сырое мясо и белая глина, да? Потому что сырое мясо, белок он потребляет очень много, использует для его переработки кислота, и, соответственно, он в древние времена служил как антацидный препарат. Белая глина, соду многие используют, но это не те препараты, которые можно длительно, постоянно принимать. Их можно в виде скорой помощи. А для того, чтобы снизить кислотность, это блокатор H2-гистаминовых рецепторов и ингибитор протоновой помпы. Но, смотрите, перед тем, как их назначать, доктор каждый раз исключает свои нехорошие патологии. И только после этого эти препараты назначаются. То есть самостоятельно вот может возникнуть вопрос, почему не назвали название препарата прямо сейчас, да, чтобы можно было записать, сбегать в аптеку, взять и выпить, и станет так хорошо, да? Дело в том, что вот эти все состояния, они могут быть связаны, вот те же симптомы тревоги или красного флажка, да? Как только доктор исключит эти симптомы, симптомы красного флажка, симптомы тревоги, то тогда он успешно назначит эти антисекреторные препараты. Они есть, они очень современные, они доступны по цене, но есть определенные показания, и нужно исключать кое-какие заболевания. Ну, скажем так, в открытую, да, если сейчас у вас идет изжога или небольшая боль в желудке, если у вас там оказался, не дай бог, у пациента оказался ранний рак или развивающийся рак, то вот антисекреторные препараты, которые вы начнете принимать, и вам даже при раке станет, этому пациенту при даже самых таких ситуациях станет легче на первый период, да, но это может привести к тому, что вы упустите, пациент упустит время до обращения к врачу и до нормального лечения. Поэтому их нужно после только врача принимать. Вот еще вопрос. Нольпазу пить ежедневно годами не вредно ли? Эти препараты очень хорошие препараты. Это вот те ингибиторы протоновой помпы. На сегодняшний день есть очень много исследований, которые проводились годами. Самое большое исследование это вот 15 лет, когда пациенты принимали непрерывно этот препарат. Ну, на сегодняшний день, там, чтобы какое-то тератогенное действие было, чтобы было какое-то онкогенное действие, такого нет. То есть, в принципе, вот именно тем пациентам, которые принимают препарат аспирин, там тромбопол 50 или 75 миллиграммов на ужин, да, вот этих пациентов, плюс еще если есть клопидогрель дополнительно, то есть двойная антитромбоциторная терапия, то этим и назначают эту нольпазу длительно, непрерывно принимать. Можно ли держать пост при болях в желудке? Ну, немножко повторяются вопросы, да?
Ну, знаете, если вы при боли в желудке начнете УРЗО держать, то у вас к обеду желудок так разболится, что потом вы не только УРЗО не станете держать, потом вам придется еще и долго лечиться, да? Поэтому, если у вас есть какие-то боли, дискомфорт, то я бы вообще не советовал это делать, а пойти обследоваться. Тут еще были вопросы про фитотерапию. Вот еще спрашивают, подорожник помогает ли при язве желудка? Там еще были другие. Кукурузные рыльца, ромашку, бессмертник. Как вы относитесь к этим травам? Вы знаете, эти травы издавна назначались, они и продолжают сейчас назначаться. Мы все-таки приверженцы традиционной для нас, да, или западной медицины, да. В Китае этих препаратов очень много. У них целая не индустрия, а раздел. У них называется она традиционная китайская медицина, а наша называется нетрадиционная западная медицина. Да? То есть у них вот эта культура приема этих препаратов, она как-то развита все-таки. И все-таки они в него верят. Но мы, будучи приверженцами все-таки доказательной медицины, да, можно использовать эти препараты. Вот вопрос задавали про БАДы, да? Примерно то же самое. Но могу сказать про тот же подорожник, например, что до 70-х годов, пока не были синтезированы те же самые блокаторы H2 гистаминовых рецепторов или ингибиторы протоновой помпы, про эту язву как говорили? Язву лечи, не лечи, хоть толченым кирпичом лечи, все равно не вылечишь, да? Вот. То есть, если подорожник помогал, наверное, бы проблема лечения язвы до 70-х годов и не стояла. Точно так же это касается и картофельного сока, точно это касается также и мумиё, и других таких любимых нами продуктов, которые не имеют под собой определенную, доказательную базу. Вот еще вопрос. Обязательно ли нужно оперировать грыжу пищеводного отверстия? Нет. Тут вопрос тоже очень интересный, очень такой неоднозначный, да? Ну, чтобы долго не говорить, я вам скажу, вот от 2015 года американские рекомендации по лечению гастроэзофагеальной и рефлюксной болезни, они говорят, что хирургическое лечение, оно будет эффективно на фоне ответа на лекарственную терапию, на консервативное лечение. Вроде парадокс, да? А у пациентов, у которых нет ответа на медикаментозную терапию, заведомо, возможно, не будет ответа на хирургическое лечение. Мы-то привыкли, что вот надо лечить таблетками, а если таблетками не помогает, то тогда давайте хирургически оперироваться. А здесь ситуация такая, что у тех пациентов, у которых есть ответ на медикаментозную терапию, он будет ответ такой же на лапароскопическую там, фундипликацию, да? А если же нет ответа изначально на лекарственную, правильно подобранную лекарственную терапию, то ожидать этого ответа после фундипликации, вероятнее всего, тоже не стоит. Когда нужна операция по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы? Ну, это говорят по социальным показаниям, да, то есть пациент не может принимать постоянно препарат, потому что у него, может оказаться, не будет постоянного гарантированного источника доходов. Пациент может оказаться, относится к группе определенной, там, которые не соблюдают диету, выпивают, там, извините, пожалуйста, что прерываю. Выходит, что осталось до окончания эфира 27 секунд. Мы снова выйдем в эфир или вы уже завершаем? Я не знала, что ограничен прямой эфир на 1 час. Да. У нас тут, получается, завершается вроде. На какой еще вопрос? Последний ответим. Или, наверное, уже не успели, осталось На ваш 10 выбор. секунд. Спасибо вам большое за ответы, за эфир.